Сегодня в России отмечается памятная дата, объединяющая граждан всей великой страны – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день мы вспоминаем жертв трагических событий. Этой дате ежегодно посвящают массовые мероприятия, памятные акции, в которых принимают участие общественные организации, волонтеры, представители органов госвласти, дети и простые граждане. Ингушетия против терроризма и наркомании. Республиканская акция под таким названием прошла в летнем амфитеатре в Насыркорте. Репортаж Мадины Пугоевой. Привлечь внимание к чуме 21 века и объединить усилия в борьбе с терроризмом и наркоманией. С таким призывом выступают организаторы мероприятия. И именно этой теме посвящена музыкальная композиция, которую для собравшихся исполняют звезды ингушской эстрады Алаудин Исмурзиев и Белла Базоркина. Песню, кстати, написали специально к памятной дате, как призыв к миру и согласию. Столько красоты нам Всевышний вокруг дал, и вместо того, чтобы радоваться и жить, люди почему-то воюют, усложняют жизнь окружающим, и это такой, мне кажется, гимн и призыв к миру. Чувство, которое тяжело описать словами и до сих пор не покидает матерей, потерявших своих детей во время террористических актов. Самыми сокровенными мыслями с собравшимися делятся те, для кого жизнь разделилась на до и после трагедии в семье. Пожалуй, одним из самых жестоких преступлений против человечества можно назвать нападение на сотрудников правоохранительных органов летом 2004 года. Около 100 погибших и почти столько же раненых. Новость о массовом убийстве полицейских всколыхнула всю общественность. Для меня сперва это было шоком. Я сперва не мог оценить все, что происходит. Я на следующий день пошел на работу, и мне, конечно, хотелось встретиться со своими друзьями, коллегами, узнать ближайшие новости. Но и в первую очередь узнали о погибших. Терроризму нет оправдания, поэтому главная задача – объединить усилия, чтобы противостоять этому злу. Камила Дзейтова считает, что взаимная поддержка способна сохранить стабильность и процветание в республике. 8-летняя девочка исполняет для собравшихся песню про аиста, символа мира и добра. Мир на земле – это самое главное в жизни. Мы выступали против террора, чтобы не было войны. Невосполнимые потери, сотни убитых и раненых. Еще 10 лет назад республика жила в страхе из-за террористических актов. Сегодня у жителей есть самое главное – стабильность. Постоянно идет диалог, постоянно идет общение с людьми, общение с молодыми ребятами, с молодежью. Проводятся разного характера и семинары, и лекции, выездные мероприятия. То есть сегодня власть, она очень тесно взаимодействует и с обществом, и общество тоже с властью. И поэтому здесь это, конечно, сказывается уже положительно. Что касается вот именно работы Министерства спорта в этом направлении, то ребят мы привлекаем, проводим мероприятия, приглашаем имама, приглашаем известных спортсменов, проводим с ними встречу. При малейшем желании привлекаем их к различным видам спорта, дзюдо, бокс. Также выделяются им формы спортивные для большего вовлечения их. Одним словом, работа такая ведется, и у нас больше ребят с улицы возвращаются в наши залы, наши мероприятия, учреждения. Они воспитали достойных сыновей, ставших гордостью своего народа, матери, в чьих сердцах поселилась боль и скорбь, которую невозможно унять. В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.